Это аналитический обзор. Добрый вечер. В Казахстане могут ограничить рекламу вредной еды, чтобы защитить детей от того множества вредных заболеваний, которые она может вызывать. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан разрабатывает так называемый профиль питательных веществ в продуктах питания. Простыми словами, это будет такая сложная таблица, в которой будут классифицированы и ранжированы по степени вредности обработанные продукты питания, содержащие избыточное количество сахара, соли и трансжиров. На самом деле избыток еды – это одна из проблем современного общества. Дети все больше времени проводят в виртуальном пространстве, а в раннем возрасте обзаводясь смартфонами, планшетами и ноутбуками. И все меньше времени проводят на свежем воздухе, бегая, прыгая, играя в активные игры. На самом деле у взрослых среднего возраста практически все то же самое. При этом они нередко заедают голод бургерами, донерами, пиццей, сладкими газированными напитками. К чему это приводит? Тот же сахар, приводя к скачкам глюкозы в крови, влияя на гормональную систему, он становится причиной скачков настроения и расстройства поведения. Ухудшается сон, возникают риски инсулинорезистентности и появления сахарного диабета. Образуется лишний вес в виде жировых отложений, который влияет на двигательную активность. Избыток соли оказывает давление на сердце, почки и сосуды, ведет к дефициту кальция, что приводит к слабости костей. Вредные трансжиры повышают уровень плохого холестерина, из-за чего в сосудах образуются холестериновые бляшки, негативно влияющие на метаболические процессы, усиливаются воспаления, разрушаются внутренние органы. Неконтролируемое избыточное потребление вредных продуктов при прочих равных увеличивает шансы на появление инсультов, инфарктов, диабетов, онкологии и прочих заболеваний. В общем, снижает продолжительность жизни, ухудшает ее качество, создает повышенную нагрузку на систему здравоохранения. Именно поэтому целый ряд государств ведет борьбу с вредными продуктами, в том числе ограничивая производителям возможности для рекламы этих продуктов. Кто-то скажет, но ведь это личное дело каждого, разве не так? В целом все понимают, что жирное вредно. И об этом постоянно говорят в интернете. И сам человек, условно, после 25 лет уже четко ощущает последствия безудержного застолья с жирными блюдами и сладкими десертами. Если он продолжает все это есть, это его личное отношение к себе и своему здоровью. Зачем вообще нужно что-то делать? Все это так. И каждый раз, когда кто-то хочет что-то ограничить, пиво, сигареты, вейпы, сладкие напитки, жирную еду, я все время задумываюсь о том, что вообще-то эволюция все эти миллионы лет работала по-другому. Она вычищала тех, кто не был способен контролировать себя, и оставляла тех, кто в большей степени заботился о себе и своем здоровье. Так почему бы не дать эволюции продолжить свою работу? В конце концов, не все ведь потребляют вредные вещества, многие сознательно от них отказываются. Никто никого не заставляет пить, курить и переедать. Однако, не нужно недооценивать мощь современного маркетинга и переоценивать силу воли отдельно взятого случайного человека из толпы. Простые люди становятся жертвами навязчивой рекламы, взламывающей защитные барьеры. Корпорации вкладывают огромные деньги в маркетинговые исследования, вкладываются в долгосрочную поддержку имиджа, в среднесрочное формирование спроса на конкретные товары и прицельные тактические удары по целевым аудиториям с целью поощрения их к потреблению своих продуктов. Бесконечное давление окружающей информационной реальности затуманивает разум, и человек не замечает, как проваливается в водоворот поедания вредной пищи. Как правило, такие продукты сравнительно дешевле натуральной еды, которую еще надо приготовить, а тут все красиво упаковано, продается на каждом углу, заплатил и сразу съел или выпил, да еще и с баннера красивый человек в элегантном костюме подмигивает, подтверждая: сверхсладкий кофе и сверхжирный хот-дог – это то, что надо. Признак престижа делает тебя счастливым. В общем, суть в том, что нужно провести инвентаризацию продаваемых в Казахстане вредных продуктов
среди которых, скорее всего, будут находиться всяческие колбасы, сосиски, чипсы, суперсладкое печенье и прочие вкусняшки. Позволить им оставаться на прилавках, сохраняя за людьми право выбора, но снизить маркетинговое давление продовольственных корпораций в погоне за прибылью, выворачивающих людям мозги наизнанку. Это нормальный подход в деле борьбы с актуальными болезнями 21 века. Это был аналитический обзор. Всем доброго.